во внутренней культуре, и навязывать свою силу, на свою волю на время нет никакого смысла. И, кстати говоря, такой способ мирного развода есть условия поддержания нормальных добрососедских отношений между народами этих вновь образованных государств в дальнейшем. Как сделали только два человека, вот, может быть, не во всей истории, но, по крайней мере, в истории последних нескольких десятилетий, есть только два примера свободного отпуска других народов на свободу. Один – это Вацлав Гавел, который принял вместе со своими руководителями сознательное решение о разделе Чехословакии на Чехию и Словакию. Гавел был президентом Чехословакии, и при нем было принято решение о разделе на две страны, и он сознательно остался только президентом одной Чешской республики. А второй человек, вы, наверное, легко догадаетесь, это Джохар Дудаев. Джохар Дудаев, который принял самостоятельное решение об отпуске ингушского народа. Это наследие коммунистического режима, сталинского режима, создание Чечено-Ингушской АССР. Когда Дудаев оказался избранным, стал президентом Чечено-Ингушской автономной республики, он принял сознательное решение о предоставлении ингушскому народу отдельного возможности независимого существования, суверенитета от чеченцев, вместе с территорией, вместе с землей и так далее. У нас только два случая, два реально либерального, два примера либерального решения национального вопроса без крови, а на основе просто договоренности при сохранении после этого добрососедских отношений между двумя народами, чехами и словаками, чеченцами и ингушами. Никто другой в современном мире подобного не делал. Поэтому, я думаю, надо, вооружившись примерами наших великих предшественников Вацлава Гавела и Джохара Дудаева, применить их замечательный опыт и по отношению к тем народам, какие почитают возможным и необходимым продолжить свое самостоятельное существование. Ничего страшного в этом нет.